Чувашский госуниверситет вновь примет участие в 5-м Всероссийском научно-техническом конкурсе студенческих разработок и практических решений в области телерадиовещания, телекоммуникаций и информтехнологий «Первый шаг», который пройдет в Ставрополе. В нем участвуют вузы со всей страны. Один из организаторов научного форума – ВГТРК. Команда из Чувашии несколько лет подряд занимала призовые места. На этот раз в финале студент факультета радиоэлектроники и автоматики Никита Краснов. Что он представит на суд жюри, расскажет Наталья Егорова. Студент второго курса Никита Краснов с детства любил изучать микросхемы, возиться с паяльником. В 8 классе даже записался в кружок радиотехники, поэтому и выбор факультета для него был очевиден. В вузе он начал еще одну увлекательную для себя сферу осваивать – телевизионную. Я работаю в медиацентре нашего университета, занимаюсь операторской работой, монтирую видео, а также веду прямые трансляции. Это, конечно, не то же самое, что монтировать веселые видео для соцсетей. Этим Никите нравилось заниматься в школе. Сейчас же работа серьезная, ответственная. Именно поэтому Никиту и выбрал научный руководитель и заведующий кафедрой радиотехники и радиотехнических систем Сергей Чумаров. Проект посвящен трансформации вузовского медиацентра в полноценный информационно-образовательный канал с большими перспективами. Наш образовательный университетский канал позволяет транслировать в федеральную телерадиосеть обучающий контент, культурно-массовые мероприятия, творческие мероприятия. Организаторы конкурса – холдинг ВГТРК и 2 национальные ассоциации – производители телерадиооборудования и телерадиовещателей. Конкуренция на форуме предстоит серьезная. Многие вузы-участники специализируются именно на телевизионной и телекоммуникационной отраслях. Новым и актуальным идеям в медиа-индустрии посвящены научные работы участников, ею поглощены и сами молодые ученые. Инноваторы имеют возможность не только получить признание экспертов, но и познакомиться с потенциальными работодателями. Никита совместно с научным руководителем готовили конкурсную работу в течение года. Благодаря этому проекту у студентов есть возможность получать качественную образовательную информацию о телерадиосети, новый формат контента для своей аудитории. 3 дня команда Чувашского госуниверситета проведет в Ставрополе. Помимо защиты своего проекта, Никиту Краснова на конкурсе ждут еще несколько испытаний. Следить и болеть за выступлением финалиста из Чувашии можно будет на мультимедийной платформе «Смотрим» 25, 26 и 27 мая. Наталья Егорова, Михаил Солин. Вести Чувашия.